в СНГшном формате, в пространстве националисты такие, да, плохие. Вот. И настолько это глубоко в людях сидят, что ты, когда говоришь, что ты националист, то у них в глазах это сразу, кто там фюрер, да, что они путают там национализм с шовинизмом, да, фашизмом, нацизмом, да, нацизм, фашизм, да, то есть крайне крайне вообще радикальной формы. национализмом. Да. Допустим, во Франции Угу. есть такая партия, да, лидером которой является женщина Марина Ле Пен. А в свое время был ее отец, был основателем и лидером партии. Это были действительно, скажем так, радикальные националисты, у которых была главная цель — Франция только для французов. Это радикальный Этнический национализм. у него был. Да, этнический, радикальный национализм, да, в любом случае. А само понятие как национализм, возьмите, допустим, энциклопедию той же Франции, Англии, США, Японии. Национализм — это, естественно, право любой нации на самовыражение, на саморазвитие, на сохранение своей национальной особенности, самобытности, своего языка, национальной культуры. Да? А казахский национализм, начало 20 века, национализм Алаш, да, оно ни одним шагом не отходил именно от классического понятия национализм. Допустим, их национализм — это было не, скажем так, отрицание другой культуры. Да, не этнический он был. Не этнический, да? Это было, допустим, Алихан Бөкейхан, начиная с октября 1905 года по, скажем, июль 1917 года, был членом со дня основания Конституционно-демократической партии России, самой крупной и влиятельной партии царской империи, которая, депутаты, которые заседали во всех 4 государственных думах российского периода, начиная с 1906 года по 17. Он был членом, по его словам, он стал членом ЦК в 12 году, по другим фактам он с 16 года был членом ЦК кадетской партии. Он только после того, когда они по 3 принципиальным вопросам разошлись, он подал в отставку и создал партию Алаш. Вот. И все его русские коллеги, как в политике, так и в науке, так и в публицистике, просто в жизни, это были те же русские, евреи, то есть тоже это зеркальное отражение той Российской империи, да, многонациональной. И все были убеждены, что Алихан Бөкейхан убежденный националист, и никто его за это не упрекал. Элементарно. А, скажем так, отрицательное восприятие именно этого явления как национализм появилось с появлением на территории Казахстана советской власти. А советская власть, она не просто появилась, вдруг откуда советская власть вторично, скажем так, оккупировала территорию Казахстана и насильственно установила свою власть, свое видение, свою идеологию и политику. Да. Вот. И тогда, да, советская власть противопоставила национализму, здоровому национализму, так называемый интернационализм. А под интернационализмом, прежде всего, имелось в виду именно обыкновенный русский шовинизм. Великодержавный. Да, великодержавный русский национализм. Элементарно. Баскаша айтқанда, то есть политика русификации всех народов, и которых потом к концу, ближе к краху Советского Союза назвали Homo Sovieticus. Ну, все равны, но кто-то равнее, как да, говорится. Именно, да. И все должны были говорить на русском. И главное, цивилизованные страны, прежде всего Запада, воспринимали любого гражданина Советского Союза именно как русского. Будь ты казахом, корейцем, или, скажем так, якутом, ямалом, или кто-то, ты все равно русский. Даже такое есть, если вы помните, фильм был, когда японцы вместе с Мимино поднимались по лифту или спускались. Японцы, этот эпизод был, скажем, вырезан из этого фильма Мимино. Японцы, увидев армянина и Мимино, сказали: эти русские все на одно лицо. Хотя представляете, да? Хотя представляете, да? Как его? Макарчана с таким носом горбатым. Ну, другой артист Мимино. Он представлялся совершенно другим человеком. Тем не менее, они, как говорится, эти русские все на одно лицо. Так вот, а теперь уже после краха Советского Союза, когда все те 15 союзных республик получили независимость, а в Казахстане вот эта идеология интернационализма до сих пор
осталось. И национализм не воспринимается, прежде всего, не обществом, а нашей политической властью. Вот я, например, за годы ведения своего блога разные тоже аргументы мне поступают. И одно из таких тем, то, что идеология национализма, она как бы в нынешнем веке, 21-м, не актуальна, да, что просвет идеологии национализма приходился где-то там на 18-19, да, когда европейские государства становились, да, вот так. Но я говорю то, что, по сути, я не знаю, может, вы согласны, националистическая идеология нужна для цементирования наций. Для единства. Для единства, да, чтобы, по крайней мере, сформироваться, а уже дальше потом менять уже и идеологии, там, и формации, допустим, да. Так вот, почему до сих пор, то есть, почему власти не то, что даже не способствуют идеологии нации, а боятся именно? Потому что наша власть – это, скажем, то наследство, что нам досталось от той коммунистической и казахской советской социалистической республики. Это то самое руководство, что было в Казахстане, оно сейчас продолжает править нами. Потому что они не знают другой идеологии, допустим, другой политики, кроме, скажем так, той коммунистической идеологии. Выросли, да. Дело в том, что за 31 год мы абсолютно ничего не изменили. Мы не изменили ни идеологию, ни, скажем так, программу обучения детей, воспитание патриотизма нового поколения. Да? Мы до сих пор остаемся, скажем, путаемся, скажем так, да, в тени той лживой советской идеологии, той историографии лживой. Потому что советская историография – это была абсолютно обыкновенная, скажем так, банальная мифология. Даже, допустим, об истории казахов. Да? Что казахи вообще это был безграмотный, отсталый, бескультурный, бродивший, не имевший никогда свою государственность народом, этносом. И только благодаря советской власти, именно большевикам, казахи стали людьми и государством. Это было буквально сущее, скажем, да, ложь, миф в буквальном смысле. А большинство населения до сих пор живет под тенью этого мифа. Допустим, буквально я вчера в Национальной академической библиотеке был модератором на презентации книги, альбома средневековых карт Западной Европы и Америки. Я, кстати, покупал пару карт вот этих Именно, больших. Да. Вот удивительная вещь, да? Самая ранняя карта 1562 года, где на территории Евразии четко показана территория, скажем, до существования казахского ханства. Казахор. Да. Касаки Тартарии, да. Тартария, да? Вплоть до второй половины 18 века на этих картах нет такого государства, как Россия. Только где-то в середине 18 века появляется, скажем, Московское княжество. Понимаете, да? И после этого нас до сих пор учили. И я, допустим, скажем так, продукт советской казахской школы, который не знал свою историю абсолютно. И когда я в начале 90-х годов, когда начал изучать ту историю, которую мы не знали, о которой даже мы не имели ни малейшего представления, когда мне говорили Алихан Букихан или Ахмед Байтушнулов, или слово «Алаш», слово «Алаш» мне казалось что-то такое не казахское, узбекское или, может быть, таджикское слово. Я даже не понимал, что это такое. Да? То есть я был самым лучшим продуктом советской идеологии. И сейчас уже спустя, уже 40 лет спустя, из них 31 год независимости, наше новое поколение растет, обучается по той же программе, по той же мифологии. За 30 лет мы не создали ни национальную идеологию, ни национальную, скажем так, программу обучения детей, воспитания, патриотизма. До сих пор нет. За 31 год мы так и государство не предложило своему населению внятную, понятную каждому гражданину национальную идеологию. Я думаю, пытались, вот идея казахстанец. Никакой попытки даже не было. Да, это была попытка, скажем, продолжения той советской политики. Да? Теперь нет казахской нации, или государство образующей нации, как казахи, а есть казахстанский народ. И причем эту идеологию предлагают тоже вчерашние, и получается, что не бывает бывших. То есть бывших коммунистов не бывает, так же, как и бывших чекистов, да? Элементарно. Так и вот эти коммунисты
И до сих пор, понимаете, эта идеология продолжает. Послушайте репортажи казахских журналистов, да? Один яркий эпизод. В Лондоне, на Лондонской Олимпиаде, на ринг выходят два финалиста по боксу. Серик Сапиев и его английский противник. И наш казахский журналист рассказывает, что рингке казахстандық боксшы Сергей Сапиев шықты. Он казахстандық емес, он казахский боксер. Вышел бы туда Геннадий Головкин, он тоже представился, я казахский боксер. Вот парадокс в том, что главное, когда ты смотришь трансляции зарубежных или российских, они все говорят, неважно, там русские или казах, допустим, те же российская спортсмен. Пресса пишет, да. Казахский боксер вышел, Геннадий Головкин или там Александр Винокуров. Ну, казахстанец да? Это да, он не прижился, это вообще... И никогда не... Во-первых, нет такой страны, Казахстан. Казахстан образовал только, скажем, благодаря советской власти. Дело в том, что мы в 17 году, в декабре, образовались как Республика Алаш, причем парламентское, буквально, и первое светское и социальное государство. Допустим, согласно кстати, действующей Конституции, мы тоже себя декларировали, да, как социальное государство. Каковым мы не являемся, в буквальном смысле. Да, вот, кстати, Алихан Бөкейхан же и был же социалистом же, по сути. Он же... Дело в том, что он объяснял, почему, допустим, да, он в 1894 годах, когда он обучался в лесном институте в Санкт-Петербурге, он занялся, увлекся марксизмом, из них он был, скажем так, убежденным сторонником да, экономического материализма Маркса. Да. И он таковым оставался до тех пор, пока он в 1897-1901 годах не участвовал в работе экспедиции по изучению земледелия Степного края под руководством Федора Андреевича Щербины. И когда он изучил не только, скажем, историю казахов, да, он историю именно их хозяйственную, их быт, их культуру, он навсегда отказался от марксизма. И он превратился в буквально убежденного националиста. Что значит национализм? Допустим, в их понимании. Что для вас вот значит? Для меня национализм, я воспринял, буквально сердцем воспринял именно тот национализм, здоровый, классический национализм деятелей Алаш начала 20 века. Для меня национализм это прежде всего любовь к своему языку, своей культуре, своей истории, своей земле, своей стране. И забота, и бескорыстная служба интересам нации. Это не отрицание другого языка, культуры или этноса. Допустим, правительство Алаш-Орда, республики Алаш, состоявшееся из 25 членов, 10 мест Алаш-Орда отвела представителям других наций, живущих среди казахов. Там оказавшихся среди казахов, вольно или невольно. Так вот, а остальные 15 членов из казахов, я хочу здесь привести небольшое, скажем, сравнение, да? Первое советское правительство во главе правительства Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным тоже состоял из 25 членов. Из них только Ленин, Луначарский, еще вот Акопов, кажется, да? Вот трое имели высшее законченное образование. Все остальные 22 члена народных комиссара, Совета народных комиссаров РСФСР не имели высшего образования. Шариковы. Из них, допустим, один, который потом уничтожил всех остальных, Иосиф Виссарионович Сталин, имел незаконченную даже духовную семинарию. Да. Почему его же коллега Троцкий постоянно, как бы, скажем, подшучивал, да, семинарист недоучка. А если взять, допустим, состав правительства Алаш-Орда, из них из 15 членов казахов 8 имели высшее юридическое образование, остальные были, это инженер-железнодорожник, это был математик, это физик-математик, это был ветеринарный врач с высшим образованием, был это, скажем, ученый-лесовод, тот же Алихан Бөкейхан. То есть там были, скажем, представители разных специальностей, причем с высшим образованием и большим опытом работы. Элементарно, да? Далее, из 15 членов четверо были членами Первой, Второй Государственной Думы Российской империи
6-7 годов. И еще двое из них имели ученую степень. Бахтыгире Кулманула, скажем, член Алаш-Орды, был магистром востоковедения. Жахап Ахпайұлы, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского императорского университета, как раз в 1902 году он защитил ученую степень магистра права. Вот так можно долго еще продолжать. Какими имели высокое образование, ценность, да, очень высокий образование. Возьмем их заместители, их тогда называли товарищами, да? Тоже 15 человек, их первые заместители, тоже из них, из 15 членов, был где-то 6 человек имели высшее юридическое образование, был военный офицер, кадровый офицер, военный врач и так далее, тому подобное. Из членов Алаш-Орды только один человек не имел высшее образование, это был он же Альжанула, который закончил учительскую семинарию, но он имел очень богатую жизнь. Он, можно сказать, закончил жизненный университет. Он работал и педагогом, он работал журналистом, публицистом, обучал детей. И был членом Алаш-Орды, и который в 18 году погиб в окружении большевиков, сгорел, скажем, в мельнице. Вот здесь я хочу перейти, допустим, от гибели первого алашординца. Это был не первый алашординец, да? Вот он же Альжанова, уважаемый в всемказахском обществе. Шестак вроде был первый расстрелянный, да, репрессированный? Нет, это уже в советское время, во время гражданской войны одним из первых погиб как раз вот он же Альжанова, он в Алматинской области, в войне против советской власти, против большевиков. Он попал в окружение, и он до последнего патрона отстреливался, спрятавшись в мельнице, и потом большевики взяли, сожгли эту мельницу. Он погиб там, так и не сдавшись в плен. Героически погиб, как вот в советское время, как советская пропаганда любила, скажем, преподносить своих героев. А мы до сих пор знаем Токаш Бокина, а не знаем его, например. Вот он же парадокс. Да, например. Смотрите, мы до сих пор у нас даже не только общество, да, скажем, обывателя, а у наших ученых, историков до сих пор есть понятие о том, что Миржах Абдуллатул, оказывается, виноват в гибели Амангельда Иманова. Амангельда Иманова это кто? Это был как там говорят, да? Коноград. Ну, конечно, в советско-казахском обществе конограда называли, это батырами мирного времени. Допустим, да, как вот, допустим, отец того же Турана. Ну и Барымта тоже, негативное тоже, это такое... Да, в то время казахское общество, в том числе и Алаш-Орда, боролось вообще против, скажем, хищения скота. Это прошлый век. Так вот, Амангельд Иманова, который не читал вообще, он был абсолютно безграмотным человеком. Если бы он читал тогда газету «Казах», у него мировоззрение изменилось бы на 180 градусов. Вот как раз его безграмотностью злоупотреблял его друг из детства, тот же Алибей Жангельдин, он же Николай Степнов и так далее. Он же Али Жалгабайұлы, как его имя отца звали. По идее, его имя, полное имя должно было быть Али Жалгабайұлы. А Би он присоединил, когда в Османской империи произошла революция младотюрков, которые присвоили себе как бы титул, да? Там Паша Бей, Нияз Бей. И вот он, скажем так, ему нравились, скажем, сепаратизировали, и он себя назвал Али Бей. Понимаете, да? Потом Е убрал, и получился Али Би. Вот. Вот про Иманова, кстати, я хочу сказать, у меня как бы нағашылар Қостанай жақтан, и вот у меня әже, нағашы әжем қазір 88-де, да, и я помню, она всегда говорила, они вот тоже, как бы, не прямая, может сказать, родня, вот сол ауылда бірге, и она всегда говорит, вот менің, говорит, әжем айтқан, говорит, Иманов, типа, ұры, типа, так, и она говорит, то есть, вот я вот эти разговоры, рассказы помню, да, когда был голод, как вот с Тургая шли в Кустанай, там вся дорога была, да, вот засеяна, и вот просто меня запомнилось именно, когда она всегда говорила про Амангельда Иманова, что это был, это мифотворчество, то есть это вот как бы Минажем, да, это не историк, да, это там не человек науки, да, это обычная женщина, да, просто она в тех краях жившая и знавшая, и она спокойно говорила, что это, никогда не считала его героем. Во-первых, именно мифотворству, прежде всего, немножко способствовал тот же сам Алибей Жангельдин, и когда он погиб, и когда действительно идеологи из Москвы
приехал в Казахстан, когда в 1936 году должны были запустить уже новую советскую идеологию, потому что все алашординцы были поголовно арестованы и доставлены в Москву, кого-то уже расстреляли, остальные отсиживали, допустим, в ГУЛАГах или в ссылках и так далее. И тогда в Казахстане пошла, скажем так, советская идеология. И это началось с того, что Беймбет Майлин, Габит Мусрепов и Всеволод Иванов, они написали пьесу «Амангельды». Это был, скажем так, в буквальном смысле выдумка, высосанная из пальцев. Да. И потом был снят фильм по мотивам этого спектакля. Можно сказать, допустим, сейчас голливудские многие мультяшные герои становятся как бы кумиром детей. Да? То же самое Амангельды Иманула, он стал, скажем, нашим кумиром, как сказать, героем, скажем, восстания 16 года. Дело в том, что если, допустим, дух Амангельды сейчас ожил и вернулся бы в это общество, он увидев себя, он бы не узнал. Удивился бы, что он коммунист. Да, он бы удивился, что он коммунист, оказывается, что он не просто коммунист, а коммунист-большевик. Да. Что он, оказывается, марксизм уже читал великолепно, и что он вообще разбирался в хитросплетении, да, большевистской там и вражеской. Да. Мы можем чтить Амангельда Иманова как одного из участников восстания, да, 16 года. Почему бы и нет? Он боролся, по сути, против царской, да, против указа, против царской империи. Можно же его так воспринимать? Дело в том, что он даже не продвигал идеологию. Во-первых, да, тогда надо знать и почитать всех участников, не только одного Амангельды. Ну да, и Абдыгапар Жамбусынов. Да, прежде всего он был предводителем, да. Он был избран ханом, скажем, да. В конце концов, Абдыгапара кто убивает? Тот же сам Амангельды Иманова. Да. Его братья убили его. Потому что... И теперь, смотрите, в свое время именно расследование обстоятельств убийства Амангельды инициировал и вел сам Алибек Жангелдин. И причем он не пришел ни к какому выводу. Почему? Потому что окончательный вывод ударил бы по нему самому. Потому что именно смерти Амангельды Иманула был именно он заинтересован, он был мотивирован. Потому что когда к отряду Амангельды Иманула присоединились Ахмед Байтурсунов, Миржах Абдулата с отрядом армии Алаш, тому же Миржах Абдулатулу было бы достаточно 30 минут, чтобы объяснить всю ошибочность, скажем, да, того же Амангельды. Ему за полчаса открыл бы его глаза. Айналайн, ты не воюешь против армии Аргынов. Да, ты воюешь против армии Алаш. Алаш — это твое государство. Ты против кого воюешь? Что такое большевик? Это совершенно чуждое для казаха понятие. Мы, во-первых, казахское общество никогда не разделял по, скажем так, сословиям, по классам, да? Классом, допустим, там богачи, бедные. Богачи, бедные, или эксплуататор, или эксплуатируемый, да? И вот относительно идеи социализма, Алихан Бакихан, еще Ахмед Байтурсунұлы еще в период гражданской войны объясняли, а до этого еще Алихан объяснял, что почему казахи не нуждаются в социализме, в коммунизме. Дело в том, что элементы социализма уже из давних пор присутствуют в культуре казахов. Допустим, возьмем, скажем так, хозяйство казахов, да? У него что, заводы, фабрики, там, корабли и так далее. Что-то такое? Нет, у казахов все богатство это было скот и земля. И скот и земля было это общим достоянием того или иного рода. Да. У нас бай, скажем, вот я вчера участвовал на одной конференции, и тогда вот спикер утверждал, вот баи, они были не такими. Дело в том, что вообще само понятие бай появилось только в советское время. В таком оттенке. В таком оттенке. Да. Бай в контексте эксплуататора. Да. Как кулак или... Как кулак, да. Такой бедняки преподносить как это эксплуатируемо. Так вот, бай, казахский бай, он был как бы топ-менеджером данного рода. Он, скажем, он честь и, скажем так, совесть этого рода. Он очень деловой человек, он умеет как вести хозяйство. Да, это как акционерное общество, он распределял дивиденды. Конечно, он председатель, скажем, акционерного общества, элементарно. А все его, скажем так сказать, бедняки, в кавычках, это его братья. Члены рода. Члены рода элементарно. Как казахское общество можно было развивать по классовым признакам. Вот эту идею
казахские лидеры не могли донести до большевиков. Они этого не хотели. Но еще более того, из казахов вышли такие, скажем, революционеры ура, как Сакен Сейфуллин, Турар Рыскулов, Алиби Жангельдин и тому подобное. Я ваши читал статьи, вот вы, ну не то чтобы вы писали про Рыскулова, как... Ну да, первый казахский большевик, кто они? Да, как они писали доносы на Лошадинцев, как они были там на Ходжанова, да, как это вот. Ну и Ходжанов тоже непонятно, ну как бы был коммунист, не коммунистом. Но я к тому, что вот насколько сейчас нам надо разоблачать тех же Рыскулова, Сабитмуканова, Сейфуллина, Жангельдина, ну, вот ту элиту, как говорится, советскую. Понятно, да, что они продвигали идеологию. Понятно, она сейчас уже нам не то, что не нужна, она даже вредна. Но вот насколько нам нужно, вот, как говорится, вот это устраивать. Дело в том, что, допустим, я, как, скажем так, ученый, скажу, да, перед учеными, перед науками не стоит такая задача, да, разоблачать, кого-то оправдывать или обеливать, да. Перед наукой стоит только задача, скажем так, восстановить ту историческую картину, какая она была. Объективно. То есть служить зеркальным отражением прошлой действительности, да. То есть кто был тот же Алихан, кто был там Турар Рыскулов, кто был кем. То есть показать их роль, какие ими были. А читатель, скажем так, или ученик, он должен сам поставить, скажем так, для себя. Там, кто должен быть кумиром или так далее. Как вы считаете, вот, например, нужно ли в школьной программе оставить, например, Хан Минтер, допустим, да? Почему нет? Почему нет? Мне кажется, вот честно я скажу, я вот думаю, мне кажется, можно не разоблачать, то есть не говорить, да, они были, заклеймить их врагами, да, но просто их убрать из школьной программы, то есть вместо них поставить не то чтобы правильно, да, но как мы сейчас понимаем, и написано, скажем, интересах нации, да, скажем, да, именно отражающие нашу действительность. Борцы, да. Борцы, да. Даже не то, что борцы, а именно нашу действительность. Да. До революции, после революции, да. Такие произведения нужны, само собой, да, чтобы наш народ знал, через какой этап мы прошли. Это тоже как бы отражение нашей истории, да. Допустим, лично я вот сейчас против, скажем так, той литературы, написанной, скажем, в рамках соцреализма. Ну да, вот тот же Сабит Муканов. Вот нужно в школе Сабит Муканов, как вы считаете? Вот тот же ту литературу лично я вот считаю, нельзя было оставлять. Потому что, во-первых, это лживая литература. Да? Она, ну и чужую идеологию скрывала все недостатки социалистического строя, зато показывала наиболее, скажем, преимущества социалистического строя. Дело в том, что социализм казахам не дал ничего хорошего. Элементарно. Потому что социализм, оказывается, может быть построен только, скажем, в странах там, европейского уровня, европейской, скажем так, культуры. Ну и сама идеология-то социализма-то неплохая. Это само же собой, да. Их большевиков-то сложно назвать социалистами, по сути. Абсолютно согласен. Дело в том, что социализм это где построен, да? Это тоже Швеции, Финляндии, Норвегии. Как вот в свое время последний президент Советского Союза сказал, что социализм с человеческим лицом построен вот в этих странах, да? Странах там скандинавского полуострова. Да. А социализм, который построили большевики, как вот в свое время Троцкий об этом говорил, да, это казарменный социализм. Даже в советское время, если вы помните, фильм о «Иронии судьбы» или «С легким паром», да, когда вот режиссер очень тонко просто насмехался над тем, что, как оказывается, и в Москве, и в Ленинграде одинаковые улицы, одинаковые квартиры, одинаковые названия, ключи, мебель, все было одинаково. Это была казарма в буквальном смысле. Интересно. Это не был социализм, это был казарменный социализм. Это было не во благо человека, а именно во благо подобных животных, кроликов. Потому что там человек не рос, не интеллектуальный, не как человек, не как этнос, представитель какого-то этноса. Да? Мы все были одинаково должны были мыслить, только в узких рамках. И тогда еще, если помните, там, в конце 80-х, начале 90-х годов, даже песни были настолько популярны, как там называлось, «Серая масса». Не выделяться из серой массы. Это была политика советской власти. А сейчас, за 31 год, у нас практически эта политика уже имела продолжение. И она продолжается. Она просто даже не то, что продолжается, она
замалчивается преступное. Мы даже до сих пор не дали оценку. Мы не можем дать оценку своей истории, своим деятелям, да. Понятно, что это в нынешних политических тоже реалиях есть какие-то, да, там, как говорится, флажки, да, какие-то красные, да, но в то же время, что вот я вас знаю, да, вот как ваши статьи про алашардинцев, это, ну, одни из таких первых таких, которые я именно, ну, которые в публицистике, да, вот в газетах, да, выходили. И вот я могу наблюдать, что тренд, вот что пошел изменения, да, только последние 2 года. Когда и то тренд пошел на тех же алашардинцев, да, на ту же деколонизацию, да, именно не сверху, а именно снизу пошел. И я, например, просто когда писал, я блог свой начал 4 года назад, да, когда я вот эти темы писал, меня удивляло, что, ну, это было, у людей вызывал, знаете, такой прям шок. Меня, ну, тоже начали обвинять, что я там националист. Страшный, там, хочу раскачать, что это, я там настраиваю, разжигаю и тому подобные вещи, когда я просто рассказывал нашу историю про наших деятелей. Мне вот это всегда не понимал. И вот у меня даже была программа, «Не Астана» называлась, я ее пару выпусков знал, типа «Неизвестная Астана» и «Не Астана», это когда Нурсултанович был, назывался. Мы ходили по улицам, Алихан Бакихан, Маржах Абдулатова, Мустафа Шаха, и спрашивали у местных жителей, которые живут. Знаете ли вы? Да, и у меня удивляло, что из 10 людей 2 могли ответить в общих чертах, что да, кто-то был писатель, там, политик. И я тогда думал, ну как может... И у меня были 2 миссии, не миссии, а такие вот посылы, цели. Это первое, показать, насколько люди просто элементарно не задумываются и не знают, насколько кругозор просто вот на нуле, и показать то, что отношение властей, что улица Маржах Абдулатова на Армане, улица Мустафы Шахая на Силикатном, такой тупик. На окраинах города. Да, Букихан, второстепенная улица Менгелькир, которая вообще там поперекопанная, не знаю, сейчас сделали дорогу, не сделали. То есть показать вот это отношение к героям нации. Вот обратно, ага, возвращаемся к вопросу. Почему? Понятно, что кто сидит, это все продолжатели традиции, можно сказать, вот советской номенклатурной верхушки, идеологии. И даже вот эта идеология, то, что вы говорите, у нас нет идеологии, у нас пытались слепить казахстанец, пытались слепить многонациональное государство. Сейчас люди пытались навязать о том, что отцом-основателем современного Казахстана является действующий президент Нурсултан Назарбаев, что до 1 декабря 1991 года на этой территории не было казахского государства. Это казахское государство посчастливилось ему создать и ему возглавить. И это, причем, было четкое указание о том, что со всех учебных программ средней школы и высших учебных заведений убрать предмет истории Казахстана, внести новую программу, новый предмет о том, что когда Казахстан произошел и кто им управляет, кто является отцом-основателем этого государства. Дело в том, что даже в этом случае наши власти, скажем так, пошли против, скажем так, ветра, против логики. Да? Дело в том, что история, как наука, рассматривает события 50-летней давности и далее. А за 30 лет история – это предмет социологии и других общественных наук, но не история как науки. Понимаете, да? То есть уже то событие 30-летней, там, 29-летней истории уже в школе должны были обучать именно как предмет история. То есть, а дальней истории у нас как бы не существовало. И народу не обязательно нужно было знать. Это было, называется, это было буквально системное, скажем, да, системное зомбирование населения, народа. То есть той власти, и сейчас про действующую власть я не скажу, потому что еще ничего определенного нет. Кстати, вот про действующую власть. Вот. Сейчас. А та власть, им нужно было не грамотное, не интеллектуальное население, а буквально бессловесная масса. Обезличенная масса нужна была. И она все 29 лет независимости, она системно, целенаправленно создавала, пестовала именно такое общество. Обезличенные,
бессловесную массу животных. Мгм. Поэтому у нас и высшее, и среднее образование, оно упало настолько низко. Сейчас даже многие учебные заведения, университеты не дают то образование, что, допустим, мои сверстники получали в советское время. Да? Даже в казахских школах наши дети выходят безграмотными на казахском языке. Они даже поступая в высшее учебное заведение, я сам неоднократно убеждался в этом, обучаясь уже на 3-4 курсах, они допускают такие ошибки. Это как я. Возможно. Я вот учусь в казахша. Вот. И до сих пор Потому плохо что разговариваю. дело в том, что казахский язык, литература, наша история не преподается на должном уровне, потому что нашей власти не нужно грамотное, образованное, интеллектуальное население. Им нужно, еще раз говорю, бессловесная, обезличенная масса нужна. Чего они добивали. И эта программа идет как бы по инерции сейчас, вот последние там 2,5-3 года, уже продолжается по инерции, потому что уже текущая новая власть тоже пока что палец не ударил. Единственная заслуга в том, что сейчас в стране наступил как бы некий оттепель, да? Уже нет запретных тем. А в предыдущее время, допустим, да, вот правильно заметили, что наше большинство населения до сих пор не знает, что такое Алаш. Это что? Движение, национальное освободительное движение, или это партия, или это государство. Постоянно путает. Партия Алаш-Орда. Никто не говорит движение, допустим, да, или никто не говорит государство Алаш, да, или республика Алаш, говорит. Просто партия Алаш-Орда или автономия Алаш-Орда. Вот в чем дело. Дело в том, что я в этом абсолютно убедился в том, что все наши средства массовой информации получили, скажем, негласные указания о том, чтобы тему Алаш показывали или публиковали не больше 1 раза в месяц. Я сколько раз проводил там разные презентации, допустим, проводил конференции, сам лично звонил там главным редакторам, там, президентам тех или иных телеканалов. И все они объясняли: Султанхан, пожалуйста, прости, у нас есть такое указание, и нарушение которого нам очень дорого обойдется. Или я просто могу потерять свое место. Это вот буквально слова. И один из них, скажем так, одна из них, вот недавно стал сенатором. Когда-то президент одного из частных телеканалов. Ну, уже понятно. То есть, смотрите, вот сейчас президент, по инициативе президента, да, по крайней мере так говорится, реабилитация идет. 31 том вроде, да? Или 41 том презентовали? Нет, 31 том уже опубликовали, да, это там около 200 дел. Да. 200 дел пересмотрено, уже реабилитировано, да. И еще сейчас готовится там, ну, пока намечается 10 томов, но, скорее всего, будет больше, да. Это вообще все материалы и царского, и советского периодов относительно движений, деятелей и республики Алаш. Это будет отдельно там 10, может быть, не знаю, 13, может быть, 15 томов, потому что на эту тему материалов еще не изученных, скажем, да, не обнародованных, очень много. Сейчас у меня в руках находится, наверное, материал примерно на 2-2,5 тома, которых я просто физически не могу просто освоить, изучить. Но я могу готовить эти документы, скажем, опубликовать в составе этого многотомника. Если я не успею, то есть еще молодое поколение, которое идет вслед за нами. Потому что эта тема настолько глубокая и обширная. Это, допустим, один Мабет Койгельдиев или там еще кто-то там, или Дима Аманжолов в Москве, они эту тему не одолеют одни. Для этого нужно посвятить действительно жизнь. Дима Аманжолов, она же такая же вроде Ее почитаешь работы? Да, естественно, потому что она работает в Москве, и, соответственно, она работает... Она по ту сторону в рамках лагеря. Не, но даже не столько здесь Дина Аманжолова, несколько, скажем, оппонент идеологии Алаш, да, сколько наши внутренние историки, доставшиеся в наследство той советской идеологии. Дело в том, что здесь как раз мне невольно вспоминаются вот слова Джавахарлала Неру, первого премьер-министра Индии, и, скажем, лидера индийского национального движения Махатма Ганди, которые разными словами, но передали одну общую идею, что нет хуже элиты, воспитанной в колониальный период. А Махатма Ганди говорил, что нет хуже интеллигенции, нет хуже врага, чем интеллигенция, воспитанная в колониальный период. Мы
это уже испытали на себе спустя, я не знаю, полвека, даже может целый век, на себе повторяем. Да. Мы не изучили опыт той же Индии. Да? Дело в том, что те же наши советские историки старшего поколения, они до сих пор утверждают о том, что автономия или республика Алаш не было. Существовала только Алаш-Урда. Или даже Это не партия даже. Даже не нет, партия признает, допустим, тот же покойный Кеннис Атеис, он пытался доказать, что партия Алаш, она успела образоваться. Понимаете, на исторических событиях начала 20 века подходить, скажем так, лекалам 21 века, это вообще недопустимо. Допустим, я вам скажу, что в 1906 году в январе в Москве второй съезд проводит Конституционно-демократическая партия, член которого был Алихан Бөкейхан. И эта партия принимает вот такой очень, скажем, мудрый, я бы сказал, да, очень своевременное решение о том, что человек, который, если пожелал вступить в кадетскую партию, это сокращенное название, да, то ему не надо писать заявление об этом, и не надо ему получать, скажем, партийный билет. Он просто устно передал, чтобы он не подвергался гонению со стороны царской власти. Так вот, Алихан Бөкейхан образовал партию Алаш именно с таким контекстом. Тебе не обязательно быть, скажем так, писать заявление, иметь там членский билет партии, да? В начале 20 века даже не нужно было партию регистрировать. Тем более в период, скажем, после февральской революции. Еще многие ученые путают с тем, что вот Алихан Бөкейхан создал эту партию, чтобы из нее создать, как бы, да, как вот по сравнению с партией Нур-Отан, ныне Аманат, да, именно провластную партию. Это неверно. Алихан Бөкейхан с самого начала сказал, эта партия нужна для того, чтобы мы пошли во всероссийское учредительное собрание добиться права на самоопределение, то есть на возрождение национальной государственности, чтобы у всех казахов был один голос. И вот партия Алаш, скажем, одержала триумфальную победу и отправила на Всероссийское учредительное собрание 43 своих депутатов. И при этом они договорились со всеми другими только мусульманскими народами, что они будут вместе, совместно добиваться права на самоопределение. Но большевики, захватив власть, и еще вот как бы мы до сих пор не можем выйти, скажем, из советских стандартов, из советской матрицы в том, что мы до сих пор, скажем, так называем Октябрьскую, Великую Октябрьскую революцию продолжаем называть революцией. Революция была в феврале, которая действительно свергнула и уже меняла Россию из самодержавной монархии и в демократическое федеративное госурство. Пришли Ленин, они, скажем, уже снова возродили царскую власть под названием советская власть. Тогда, допустим, первый секретарь Союзной Республики, допустим, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, он как бы был генерал-губернатором Кремля, да, в Казахстане, в буквальном смысле. Они не занимались государством, то есть, Советский Союз, он не был государством в классическом понимании. Там партия подмяла под себя всю государственную власть, все три ветви государственной власти. И поэтому это государство, оно не могло жить долго, оно изначально было обречено. Элементарно, да? Потому что ни одна государственная власть не могла принимать решения и исполнять его, пока не будет на это, скажем так, добро коммунистической партии. Вот, элементарно. И теперь получается, что мы просто повторили тот советский Казахстан, да? Теперь у нас есть одна монопольно правящая партия Аманат, и только его представители сидят по всей вертикали государства. Да? Это монопольно правящая власть. То есть мы, скажем так, оживили тот советский Казахстан. Ну, уже как бы немножко поменяв, скажем, да, анфас. Теперь она называлась коммунистическая партия, теперь она называется партия Аманат. Ну, сейчас вообще кажется, что мы сейчас еще больше немного откатываемся, что ли. Вот, кстати, интересно, вот такой вопрос, иногда мне скидывают записи от всяких в Казахстане среди городской молодежи, особенно творческой, очень популярны левацкие идеи. Парадокс, вот, да? Молодежь, казалось бы, дети, рожденные уже независимым в Казахстане, которые младше меня там на лет 10, они реально романтизированы именно левацкими идеями.
И, возможно, это некий просто как протест, да, какой-то вот сейчас немного... Происходящему. Да, вот, возможно, это к этому. Но сам факт то, что вот эти все ячейки, вот эти все группы, у них у всех видно, у них явно есть финансирование, потому что их несколько, у них есть копирайтеры, у них есть дизайнеры. Просто так это не будет идти, конечно. И вот они часто пишут всякие, снимают видео, якобы разоблачения там, на Алаш-Орду, на лошадинских деятелей. И вот недавно мне скидывали такую статью, где вот один из их тезисов, да, то, что алашардинцы, они не боролись за независимость, а хотели остаться в составе Российской Федерации. Да, федерации, как федеративная, ну, как субъект федерации. Вот давайте вот вы как эксперт, да, одним этим разоблачите. Во-первых, заметьте, вообще идея, скажем, федерализма, парламентаризма, унитаризма исходила от кого? Обратите внимание, от деятелей Алаш. То есть, скажем, коренное реформирование российского самодержавия в демократическое парламентское федеративное государство, оно было одним из вариантов идеи деятелей Алаш. Алихан Бөкейхан, например, в апреле 1905 года в письме Григорию Николаевичу Потанину, другу еще Чукана Чингизовича Валихана, писал о том, что в движении областничества, а тогда еще в середине 19 века областничество воспринималось в Российской империи как сепаратизм. Ну, даже то есть отделение Сибирь от России. За это он был преследован, осужден и сослан, допустим, да. И он, Алихан пишет, что казахи в движении областничества будет занимать крайне левое крыло. То есть казахи будут до конца бороться за областничество. А в тот момент, чтобы как-то завуалировать свою идею, да, они писали именно областничество. И вот я только что переписал своими видными казахскими деятелями и надеюсь создать из них казахское отделение областничества. Так вот, рождается движение Алаш. И идея Алаш была с самого начала, одна из идей. Если даже в случае невозможности отделения от России, то мы останемся, пусть даже останемся в России в начале, да, но, скажем, преобразовав Россию из самодержавия в федерацию. Причем как промежуточная. Промежуточная, да. И вот смотрите, почему та же Украина, та же, допустим, Азербайджан, Грузия, там, Башкирия, татары и все другие образовали себя, назвали, смотрите как, Украинская национальная территориальная автономия. Национальная территориальная автономия Алаш, Башкирия, Туркестан, Азербайджан, Грузин и так далее. Почему? Если вы помните, в 1922 году 3 славянских республик, Россия, Украина, Белоруссия, а также Закавказская республика, они сформировали Советский Союз. Понимаете, да? То есть мы не должны были, как Алашская автономия, Алашская республика, она не должна была войти уже в готовую Российскую Федерацию, да? Они вместе с другими на равных правах должны были сформировать именно Российскую Федерацию. Понимаете, да? То есть вот как Соединенные Штаты. Почему они так, кстати, и называли? Мусульманские штаты Восточной России, например, да, вот так. То есть это была одна из главных идей. Это был один из вариантов. Другой вариант Алихан Бөкейхан написал буквально в октябре 2017 года после участия в первом Сибирском областном съезде, где его избрали членом сибирского правительства. И он оттуда приезжает, он пишет в своем отчете, Общесибирский съезд, Жалпысибирский съезд. Мы решили, скажем, проанализировав, что произошло после февральской революции, когда мы создавали свои казахские комитеты по управлению Казахским краем, убедившись в том, что нам так не хватает именно управленческих кадров, мы решили временно присоединиться к Сибирской Федерации. Но в Конституции Сибири мы вносим отдельную статью о том, что мы присоединяемся к сибирской автономии временно, но при первом же желании отделиться от России мы отделяемся от России. И вот Алихан пишет, что мы для того, чтобы отделиться от, скажем так, уз великой державы бескровно, при этом сохранив большую часть своей территории, присоединяемся к Сибирской Федерации, автономии,
укрепляем свою государственность, принимаем все государственные органы, скажем, да, структуру, а потом уже укрепившись как государство, мы отделяемся от Сибири. Это одна сторона. То, что Алихан Бөкейхан, то есть как он политик, видный, скажем, да, настолько, скажем так, талантливый политик, общественный деятель. Он предусматривал любую возможность, любые риски. Так вот, один из вариантов. Другой вариант, когда захватила советская власть, уже Всероссийское учредительное собрание оказалось, скажем, между смертью, между распуском, хотя выборы во Всероссийское учредительное собрание провела советская власть. Самое интересное. Временная власть настолько тянула, что 25 октября большевики как захватили, все-таки большевики провели, при этом они надеялись, что их депутатов будет большинство. Соответственно, это большинство, где большевики и большинство, само собой, Всероссийское учредительное собрание признает их право управлять Советским Союзом, Россией, Да. и узаконит, легитимизирует советскую власть. Но получилось, что Всероссийское учредительное выборы во Всероссийское учредительное собрание большевики заняли только второе место после левых эсеров. И после этого большевики очень долго думали в раздумье, созывать Всероссийское учредительное собрание или не созывать. И в конце концов они пришли к решению о созыве. И так вот, 12 декабря уже примерно какой день? 5 по 13 проходил всеказахский, киргизский Курултай, или как тогда называл, съезд, да? Общеказахский киргизский съезд Курултай. 12 числа декабря они наконец образовали республику Алаш. Она на самом деле это было независимое самостоятельное государство. Она просто так называлась, потому что предполагая, как автономия, как субъект предполагаемой Российской Федерации. Именно с этой целью они назвали себя автономией. А тогда автономия, и как сейчас мы понимаем, автономия значит быть отдельной. Понимаете, да? Они хоть и образовали автономию, но именно субъектом предполагаемой Российской Федерации. Но спустя 2 недели, 5 января, большевики в Санкт-Петрограде созывают Всероссийское учредительное собрание, которое отказалось признать советскую власть. Понятно, да? Отказалось признавать условия советской власти. И в ночь с 5 на 6 января советская власть насильственно разогнала эту власть. Соответственно, на территории России не осталось ни одной центральной российской власти. Да. А большевики были сами незаконной властью. А как раз те автономии, украинская, скажем, казахская, башкирская, татарская, все республики, они были на самом деле, скажем, классически образованное государство, потому что их образовало именно общенародный Курултай, съезды. Понимаете, да? И ни одна из республик не признала советскую власть. И после того, как советская власть разогнала Всероссийское учредительное собрание, все эти государства становятся автоматически кем? Над которым нет надгосударственных органов, федеральных органов. Соответственно, они становятся суверенным, независимым государством. Поэтому и Украина, Казахстан, Туркестан, Башкирия, татар все воевали против советской власти. Они где-то объединялись. Кстати, да, вот Мустафа Шухай же писал, что даже Казахстан это немного узко, да. Потому что чем Алаш. Да, чем Алаш. Казахстан это несколько, как он писал, шовинистический. Узко-шовинистический. Да, я просто не хотел немного это говорить, а то как всегда неправильно поймут. Ну ладно. Да, узко-шовинистический. Да. А Алаш, именно почему они назвали не казахская автономия, а Алаш, потому что вернемся к истории Улуса Джучи-хана. Понимаете, да? У него было народное имя Алаш. Соответственно, мы Золотую Орду знаем как Золотую. И это название им было дано европейскими учеными, изучавшими. Это Золотая Орда. Потому что, почему Золотая? Потому что именно при империи Чингисхана и Джучи-хана, да, именно Великий Шелковый путь добился своего пика развития. Когда все граждане этого государства подчинялись одному закону, безукоризненно. Допустим, венский купец мог без охраны дойти до Китая и вернуться назад.
по всей территории Евразии, скажем, да. И вот тогда действительно Великий Шелковый путь достиг своего апогея в развитии. Кстати, должен подчеркнуть, что современный Европейский Союз создан по образу и подобию именно империи Чингисхана, Золотой Орды. Поэтому эту империю называли Золотой Ордой. А если исходить из нашей подлинной истории, если Джучи-хан имел такое народное имя Алаш-хан, то его империя должна была называться как? Алаш-Орда. Не правда ли? Почему деятели Алаш... Алты-Алаш. Алты-Алаш, да. Не, но Алаш-Орда, тут имеется в виду Алаш, Алтыма, Джетима, Уомба, это уже не имеет значения. И у них есть общее имя Алаш. То есть это империя Алаш, в буквальном смысле. Да? В тот момент сейчас, конечно, современный ученый, Орда, это означает, мол, это там царский дворец, там, ставка и так далее. Извините меня, в тот момент Орда буквально воспринималась именно как империя. Да. Алаш-Орда. Именно поэтому. Вот. А более того, уже после того, когда образовалось, скажем, первое антисоветское, скажем, всероссийское правительство, называл ее Кумуч, или там Самарское правительство называлось в Самаре. Это члены Всероссийского учредительного собрания. Да? Они создали комитет, и оно разгласило себя первым антисоветским всероссийским правительством. Потом оно объединилось, в Уфе собрались все остальные члены Всесоюзного учредительного собрания и создали там Уфимскую директорию из 5 руководителей. А через 2 недели адмирал Колчак свергнул это уфимское правительство и сформировал свое, скажем, провозгласив себя верховным правителем России, то есть новым императором России. К этому времени как раз семья последнего императора России Романова полностью с большевиками была уничтожена зверски. И он уже себя видел себя новым императором, новым собирателем русских земель и возродителем Великой Русской империи. И он себя провозгласил верховным правителем России, диктатором России. Он и все тогда военные чины считали, что Россию может спасти только диктатура, причем военная диктатура. И вот его правительство, это было образовано на основе правительства Сибирской автономии. Вот. И в это время Сибирская автономия, перед этим Уфимская директория уже вынесла постановление о ликвидации всех вновь образованных автономий и их правительства. Но как раз Алаш-Орда не собиралась, не спешила выполнять это, скажем, решение. Более того, Алихан Бөкейхан тайно отправляет во Владивосток, в Генеральное консульство Японии своего представителя. Вот, кстати, они новые, да? Вот, да, новые данные о том, что Раимжан Мерсекула, именно якобы прикрываясь тем, что он хотел установить там торговые отношения с Америкой, там, с Чехословакией и так далее. И главная его цель была именно попасть в Генеральное консульство, встреча с генеральной миссией Японии. Именно и передать письменную просьбу Алаш-Орды, прежде всего, признание независимости Республики Алаш и других мусульманских республик. Это Башкирия, тоже Туркестан и Татаро-Уральское управление, скажем, да? Эти государства. Второе. Установить дипломатические отношения, дипломатические торговые отношения, что является, скажем, основой взаимоотношений двух независимых государств. И третье. Оказать им военную помощь, военно-медицинскую помощь, предоставить от 40 до 100 тысяч оружия, медикаменты и так далее. И последнее, финансово-экономическую помощь, чтобы возродить экономику после гражданской войны. Но к этому времени, когда Раимжан Мерсекула вручил это письмо, японское правительство решило, что им было бы интереснее было бы выгодно иметь целостной России, а не разделенные уже несколько государств. Да? Они уже успели заверить правительство Колчака о том, что они поддерживают. И поэтому они не то, что сказали, но сказали, давайте мы с вами будем продолжать наши взаимоотношения, посмотрим по развитию дальше событий. И в это же время Алихан Бөкейхан в Париж отправляет Мустафу Шокая. И о чем он, кстати, Раимжан Мерсекулу указал в письме, что мы параллельно мы хотели бы добиться признания своей независимости
мировыми державами, одержавшими победу в Первой мировой войне, которые в Париже собрались на Парижскую международную мирную конференцию, где должны были подвести итоги Первой мировой войны, ну, из Германии наложить, скажем, контрибуцию, и, главное, утвердить, скажем так, программу Лиги наций, которую мы знаем сегодня как Объединенная Организация Объединенной Нации. Да. Мустафа Шохай, уже дойдя до Тифлиса, города Грузии, он был там вынужден был задержаться, потому что Парижская мирная конференция не допустила никого из России в 19 году, где это был самый разгар гражданской войны, и было трудно определить, кто из них останется как действительно властью России, бывшей России. И не только враждующих двух советской и антибольшевистской коалиции, но и лидеров, представителей вновь образованных других национальных государств. И в том числе, конечно, Республики Алар. Поэтому Мустафа Шохай должен был задержаться в Тифлис с весны 19 года до весны 21 года. И он в Париже появляется лишь после окончания Парижской международной мирной конференции, но которая уже, судя по рапорту сотрудников ОГПУ по Казахстану, что в 22 году Мустафа Шохай зарегистрировался в Лиге наций как официальный представитель правительства Алашорда. Сам еще пока что я еще не работал, не дошел до архива ООН в Женеве. Я думаю, что в этом я смогу убедиться, что он действительно зарегистрировался, во-первых. А во-вторых, есть у нас великолепная ученая Бахыт Садыкова, которая живет в Алмате, которая доказала, что действительно, когда Мустафа Шохай встретился с министром иностранных дел Франции, он сказал, что я представляю здесь моих товарищей, которые остались в Казахстане, чтобы я представлял их интересы. Поэтому, как вот нынешние, скажем так, Шохаеведы утверждают, что он сам самостоятельно поехал, там, мотивирован своими какими-то целями, что он там вел там всемирную борьбу при советской власти. Ребята, новый архивный материал как раз все это отвергает абсолютно. Да? Все, да. Он все эти годы до конца он выполнял свою миссию, наложенную на него именно его учителем, наставником Алиханом Букиханом и правительством Алашорда. И вот, да, и пока не забыть, я хотел, знаете, еще спросить, вот про Японию вы когда говорили, это же вот японские ученые, которые Алашорду изучают. Да, это вот Рёсюки Оно и Томахико Ояма, они нашли вот это письмо, но они нашли не оригинал, а переведенное на японский язык это письмо. А вот я просто почему о нем хотел спросить, вот он же, да, утверждает, что вот это, как это, не декларация независимости, типа, была фальшивая, что это фейк. Вы не слышали вот это? Как это будто, скажем, проект первой казахской конституции, вот, да. Устав страны казахов. Вот, да. Он сказал, что это фейк, якобы там и стилистически, и по временным не подходит. Это фейк или не фейк? Вот мне интересно. Как вы считаете? Вы не изучали этот вопрос? Даже имея, скажем, да, далеко не бедную фантазию, мне даже трудно представить, кто это могло сделать. Вот, мне тоже интересно, кто бы это поделал, в советское время или сейчас, типа? Если это было советское время, то зачем? Кто еще владел той арабской письменностью, тетя Жазу, начала 20 века, и кому это нужно? Да, и зачем вы они говорили, что мы хотели быть независимыми? И в то время, я вам скажу, вот недавно я написал об этом в Казахстанской правде, Егемен Казахстан, Астана Ахшама, о том, что Алихан Букихан, в чем его была заслуга, да, когда газета «Казах» беспрерывно издавалась более 5 лет, в Оренбурге находясь прямо, скажем, да, в гнезде российского самодержавной власти, генерал-губернатора, да, почему она так успешно выходила? Дело в том, что Алихан был одним из самых лучших конспиративных общественных деятелей, политических деятелей. Еще об этом в 1906 году, когда Алихана Букихана по приказу степного генерал-губернатора арестовали под Павлодаром, когда он, выйдя из Омска, ехал в Семипалатинск, чтобы начать свою предвыборную кампанию в Первую Государственную Думу.
И тогда царская власть, переписка Омского жандармского управления и Центрального МВД России пишут о том, что преступление Алихана Бөкейхана не удалось доказать никакими уликами, что он настолько умный, грамотный, очень опасный противник, очень опасный, умный. И, то есть он никогда, допустим, не давал повода, чтобы себя обвинить в борьбе против царской власти, в своих каких-то преступных деяниях. Так вот, он учил своих коллег именно этой конспиративной работе. Вы думаете, это не фейк? Думаете, устав независимый? Это не фейк. Это не фейк. По крайней мере, посмотрите, мы когда-нибудь, скажем так... Там же и флаг же был нарисован вот этот, помните? Трехцветный, там, зеленый. Нет, этот флаг я составил по описанию... В этом уставе, в котором было описано. Да. Там как раз это 3 звезды да. И так далее. 3 звезды это рядом с Луной, скажем. Да, а вот потом, вот хорошая тема, кстати, вот ислам, джадидизм того времени, да, и вот еще есть... земля, степь. Да, солнце. Есть просто еще вот всякие, ну не фейки, есть же вот, ну фейки, да, вот типа, когда Алихан Бөкейхан открывал Аузашар, Ораза там в тюрьме водой, это фантазия наших сектантов. Дело в том, что... Вот просто к того времени, вот ислам, это же, они же были джадидистами, Как с джадидистами? Во-первых, Алихан Бөкейхан был, скажем так, да, он боролся буквально почти с момента себя осознания себя человеком взрослым, да, когда он первый его публицистический материал 1889 года, он уже тогда начал бороться против псевдо-мул, ходжи, и он вообще боролся за чистоту ислама. При этом он никогда не придерживался, скажем, да, когда не читал 5 раз намазов, не придерживался этих канонов шариата, да? Не практикующим. Не практикующим. Дело в том, что он, кстати, еще в своей первой статье некрологии об Абае Кунанбаеве, как он подчеркивал, что Абай Кунанбаев, наоборот, игнорировал все эти мусульманские, уже навязанные и придуманные последующими исламистами. Понятно, да? Вот весь ряд Корана, он этих вещей просто игнорировал. Ну, они больше, вы говорите, что они больше светские были. Да. Дело в том, что Алихан Бөкейхан, он оставался до конца светским, он, скажем так, придерживался принципа своего отца-основателя Чингисхана. Он ко всем религиям относился терпимо. Кстати, он не зря в 1900 году на страницах Далава Лятна газета и Киргизской степной газеты опубликовал в переводе на казахском языке и на русском статью Льва Толстого. Называется... Как раз в каком-то острове Суматра встречаются представители различных религий, и они начинают спорить между собой, что их религия наиболее там, Бог их больше любит, там, что, и так далее, и так далее. И тут, когда они никак не могли друг друга убедить в том, что именно его религия является мировой и что самое признанное, они обращаются к китайцу, Конфуциану. И он высказал такое замечательное мнение, что у нас Бог один. У нас просто понятия разные, религии разные, а на самом деле Бог один. Даже если вы хотите, вот голубое небо – это есть церковь Бога. А больше Бога кто может это сделать? Да у вас каждого есть своя церковь, мечеть и так далее. А Бог нам создал вот голубое небо – это церковь Бога. И в таком смысле. Так вот, Алихан относился, почему он апобекан, он этим дал понять. А при этом Алихан Бөкейхан симпатизировал, буквально в смысле симпатизировал древнему верованию казахов, тенгрианство. Вот если вы почитаете его статью «Женщины в киргизской былине Кубланды», опубликованную в 3 номерах газеты «Туркестанские ведомости» за 1899 год, это май и июнь месяц. Вот почитайте статью, вы поймете, почему казахские женщины стали такими бесправными. Именно после того, как казахи приняли ислам, казахские женщины потеряли ту свободу, ту вольность, что было при тенгрианстве. Допустим, мы знаем, что женщины, казахские женщины, это те самые выдуманные там западным кинематографистам амазонки. Да. В Мангистау и в других частях Казахстана находят могилы женщин с оружием, со всем оружием.
Наши женщины, допустим, даже при нашествии джунгар, казахские женщины наравне с мужчинами защищали свою родину. Элементарно. А мы при исламе опустили женщин настолько низко, женщин даже не считали человеком, на то пошло. И заметьте, именно деятели Алаш дали свободу казахской женщине в начале 20 века. И первые романы про бесправное положение. До 17 года первые 3 казахских романа были посвящены именно тяжелой судьбе казахской женщины. Стихи казахские были посвящены положению женщин. Поэтому говорить о том, что наша советская власть, именно этот исторический факт присвоил себе, что, мол, советская власть... Первый женский митинг был как раз и организован лошадинцами же. До естественно, да. И, допустим, скажем так, многие вечера, организованные в городе Семей, инициатором была, допустим, та же Назипа Кулжаткызы, образованнейшая казахская женщина. Был потом Сара Ескызы, Аққағаз Душан. Та же жена там Мухаммеджанова Тынышпаева, Миржақова Дулатула. Они все были грамотными, образованными женщинами своего времени, которые, наверное, дали бы фору многим нашим современным, скажем, политическим деятелям. Двуличными, скажем, да, которые вчера служили комсомолу и партии, а сегодня служат Аманату. А вчера Нуротану, да? Да. Это были действительно убежденные, грамотные государственные деятели, общественные государственные деятели. И еще вот мы раз затронули тему Мустафы Шокая и тему Алаш. И вот, ну, вы сами знаете же, да, и писали, я вроде даже это и у вас читал, что, ну, как в Алаш-Орду это были не только мы, да, это и кыргызы, да, каракалпаки, да. Башкорты должны были войти, да, то есть это такое тюркское, это была попытка возрождения, скажем, той Улук Улус Джучихана. Да. И вот Золотой Орды. Насколько жизнедеятельно сейчас... Мне не нравится термин пантюркизм. Я вот стараюсь вообще... термин пантюркизм я просто пан убираю и всегда говорю тюркизм. Ну, чтобы вы понимали, про что я говорю, что это тюркистская идеология. Возрождение тюркского единства, скажем. Да, насколько в нынешних реалиях, по-вашему, она актуальна, возможно и нужна ли нам? И где есть казахский национализм, и есть ли равенство между... Вот где нам, в какую сторону, по-вашему, стоит идти? В сторону казахского национализма или тюркской интеграции? Ну, скажем так... Потому что, я честно скажу, я сейчас... Меня, как говорится, я здесь... Ну, и мне и тут, ну, как бы, мне и нравится вот эти, то есть, ну, потому что я понимаю, что как бы, нам нечего делить, у нас много общего, и если мы будем, как говорится, разделены, то нас поодиночке и так шатают, и будут шатать, да, как говорится. Вот мне интересно ваше мнение именно. И как это, насколько изменилась тюркистская идея, когда было 100 лет назад при Алашердинце, там, когда Гаспринский, да, вот это все начинал, да, и сейчас, насколько это вот уже стали, знаешь, как небо и земля, насколько это далеки, или еще есть, или нет смысла, как вот? Во-первых, для действительно реального объединения или единения, скажем, тюркских народов и государств нужна, наверное, смена нынешнего поколения властимущих, то есть руководства. Дело в том, что во всех постсоветских тюркских государствах власть — это, скажем так, ученики в лучшем случае, а в худшем случае это вчерашняя, скажем, коммунистическая... Продолжатель. Да, продолжатель. Дело в том, что Сталин даже в начале 20 века, это буквально 1924 год, 24-25 годы, когда он заложил мину замедленного действия между странами Центральной Азии. В 1924 году он начал свой... между тюрками. Да, между тюркскими государствами. Он тогда провел на территории Казахстана, Центральной Азии, скажем, политику национального размежевания. Дело в том, что, как я уже говорил в одной статье и потом везде, только где возможно, говорю о том, что Республика Алаш и Туркестанский Мухтарят — это одна и та же государство. В буквальном смысле, потому что оба государственных образования было создано деятелями Алаш.
И обеими, скажем, в государственном образовании руководитель, деятели Алаш. Возьмем, Алаш-Орда, понятно, да? Республика Алаш. Алаш-Орда. Возьмем туркестанский мухтарят. Председателем премьер-министр был Тынышпай, Мухаммеджан Тынышпайұлы, говоря современным языком, министр иностранных дел Мустафа Шокай. При этом оба, занимая эти должности, в декабре, спустя после образования туркестанского мухтарията, они в Оренбурге становятся членами Алаш-Орды. Это одно доказательство. Другое. В Оренбурге второй общеказахско-киргизский Курултай объявляет территорию туркестанского мухтарията законной территорией Республики Алаш. В присутствии Мухаммеджана Тынышпайұлы и Мустафы Шокайұлы. Кто-то из них возражал? Дело в том, что это была одна идея. Причем они были образованы раздельно только во избежание подозрения и обвинения этих деятелей в пантюркизме и панисламизме. Как об этом Алихан Бөкейхан в 18 году, как об этом пишет глава, лидер башкирской автономии Ахмед Заки Валиди, о том, что когда мы договорились в Уфе в сентябре 18 года, что мы создаем единое государство, и это будет называться, скажем... Федерация Восточно-Мусульманских. Да, такой, да? Он сначала сказал тюркское государство, на что Алихан выступил против. Да, чтобы избежать, скажем, приклеивания нам ярлыка пантюркистов, давайте избегать пока что именно такого названия, слово «тюрк», чтобы нас не обвиняли в пантюркизме. Лучше будем назвать, что вот мусульманские штаты, штаты Восточной России. Да. И заметьте, в эти мусульманские штаты входили кто? Те же наугайцы, астраханские казахи, татары, там башкиры, да, и казахи, киргизы, узбеки, все входили. То есть это было в буквальном смысле возрождение той Золотой Орды. И самое что интересно, еще же была Восточно-Туркестанская республика, где тоже руководство были казахи. То есть на территории вот было 3 государства, где были в руководящем звене казахи. Интересно. Дело в том, что, допустим, мы знаем о том, что в марте 18 года Алихан Бөкейхан во главе большую делегацию во главе с Ахметом Байтурсуновым, Маржахом Дулатулой и Раймжан Марсекула в сопровождении поэта, как же его, Нармабетула, отправил в Восточный Китай, Восточный Туркестан. Те тогда объясняли, Алихан Бөкейхан якобы объяснял о том, что я их отправил за оружием. Тут, оказывается, есть очень много интересных вещей. Во-первых, тот же Раймжан Марсекул в своих последних показаниях от 21 апреля 1938 года у них была задача там, во-первых, установить, укрепить контакт с японским правительством и там получить оружие у японского правительства, японской армии. И другая обширная, очень важная цель, нужно было поднять национально-освободительное движение среди, скажем, тюркских мусульманских народов. И прежде всего среди казахов. И, кстати, мы знаем, что это восстание потом настолько поднялось, что в 40-е годы во главе Осман Батыром было великое восстание. Элементарно. И, кстати, потом Джаншад Досмухамедолла в одном из своих показаний уже в 30-е годы заявлял о том, что да, у нас был план присоединения Восточного Туркестана, именно населенными казахами, именно республики Алаш. Да, я говорю, вот интересный феномен, да, был на 3 государства, где были казахи. В тот момент, понимаете, в начале 20 века, это более 100 лет тому назад, да, чуть более 100 лет тому назад, те наши национальные, там, пассионарные личности нашей истории, да, они не только умели планировать, предвидеть, угадать, да, но они еще были намного смелее, решительнее в принятии решений. Понимаете, да? Они не оглядываются. Вот с севера стоит там вчерашняя империя, допустим, да, там, скажем, диктатор, там, адмирал Калча. Они искали все возможные, да, любые. Да, они были политиками, великолепными, выдающимися политиками, которые искали любую возможность, любую зацепку, чтобы спасти, скажем, молодое, возрожденное национальное государство. Причем они и тогда предвидели, что если тюркские народы не объединятся, то мы просто нас разорвут. Вот сейчас. По отдельности. Да. А сейчас это
Как По крайней вам мере, в ближайшие десятилетия это возможно. Будут делать какие-то мелкие шаги для приближения, да. Но пока на мой взгляд, пока не сменится нынешнее поколение руководителей государств, Пока нет нам смысла. едва ли удастся объединиться. Потому что, скажем, мина замедленного действия, заложенная еще Сталином, советской властью, она еще не до конца завершила свою миссию. И потому что эта миссия, эта мина до сих пор горит в сердцах наших руководителей, доставшихся от Советского Союза. А новое поколение, они уже просто об этом даже не будут знать, подозревать. Они будут стремиться к тому, что, понимая, что да, мы живем в глобальном мире, и где каждый этнос должен защищать, объединившись себе подобными людьми. Да. Почему Евросоюз, допустим, да, объединилась? Хотя они внутри все разные. А внутри абсолютно разные, да. Солянка. Разные этносы, разные там религиозные, Да. скажем, верования. А у нас единая вера, Единый единый язык, единая культура, единые корни. Да. Нам сам Бог, скажем, велел объединиться. Тем более между Китаем, Россией и Евросоюзом. Ну и никто не забывает Соединенные Штаты. Я их никого не считаю врагом казахского государства, да, но как Алихан Бөкейхан писал, да, пока ты не силен и пока ты не на коне, тебя никто не замечает, ты можешь быть просто их жертвой. Или даже жертвой разбирал, как вот Афганистан. Афганистан стал жертвой противостояния двух мировых держав, Советского Союза и Америки. И я хотел бы, знаете, вот мы когда с вами обсуждали имена, имена, фамилии, и я вот в своем блоге пишу, то есть не то, что пишу, я отказался от как бы казах, х. Я пишу или казак. х через Казак. х или казак. Да, и вот была же статья у Алихана Бөкейханова, да, под псевдонимом Түрк баласы вроде, да, где он писал, что нам В нужно 2013 году. да, отстаивать самоназвание нашей нации, да, казак, да. Казахская литература, да, казахская культура. Да, и Казах в тарихи, 25-м же году, да, мы переименовались из киргизов, В апреле. да, казак, то есть была казахская там дальше СССР, то есть имею в виду, вот потом в 36-м году большевики нас переименовали казах. Ну, большевики это с подачи нашего, скажем, большевика-угодника Алиби Жангильдина. Ну, они тоже большевики, я имею в виду наш, ну да. типа большевики и большевики. Вот я к тому, что и я начал писать так, у меня даже и блог же называется unknown казак, типа, и вот даже государство наше на английском языке до сих пор через H, да, с русской транскрипцией. Да, вот. И мне пишут люди, типа, ну, да, уже смысл, какая... Я говорю, ну, какая разница, почему? Вот я говорю, вот, как помните, вот имя, да, тебя зовут, как зовут? Адлет. Ну, что за Адлет? Тебя зовут Адлет, да? Какой ты берег? Ты берег, да, вот насколько, почему у наших людей вот настолько наплевательское отношение, даже не то чтобы названию этноса, да, на другом языке, да, ну, хотя казак должна была и на русском сохраниться, да. Естественно, вот. Естественно. Почему у нас даже своим именам мы так, что вообще с нами? Я приведу вот такой пример. Еще, знаете, в 30-е годы один из видных деятелей Алаш, член Алаш-Орды, Халил Дусмухамедов привел такой пример. Собака, увидев свое отражение в зеркале, он не узнает себя и начинает гавкать. Мы сейчас буквально похожи на эту собаку, на этого пса. И вот недавно только на Фейсбуке я прочитал о том, что как несколько японских ученых сказали о казахах: вы народ, который потеряли свой ориентир и не знаете свою историю. И это абсолютно верно. Дело в том, что мы за период советской власти, 70 лет, нас, во-первых, более 70% уморили голодом, потом, скажем так, национальную элиту, высшую элиту, высшую интеллигенцию уничтожили поголовно, и осталась еле выжившая небольшая серая масса. А мы с вами потомки этой серой массы. Отрицательная селекция, да? Да. Отрицательная селекция произошла, да? И у нас не осталось, давно мы потеряли свои духовные, культурные ценности. Для нас уже не важно, как нас называют, на русском, китайском, на каком угодно языке. Даже на казахском наши имена, скажем, извращают. На это мы не обращаем внимания. Элементарно. Мы даже не понимаем, что такое, значит, национальное самосознание. Отстаивать свою и отстаивать честь, ее, да? Это, они уже, с одной стороны, в наших сердцах до сих пор сидит страх. Очень глубоко.
после обретения независимости в 91 годах, как бы мы вроде как начали избавляться от этого страха. А после установления, скажем, диктатуры одной личности по имени Нурсултан Назарбаев, этот страх был загнан еще глубже. И мы от этого страха мы не избавились. Не избавились, скажем так, от рабской психологии. Да. Как нам выдавить раба? Дело в том, что после развала Советского Союза, после обретения Казахстаном независимости, первое, что мы должны были сделать, точно так же, как Запад сделал с нацистской Германией. Запретило буквально законодательно на существование вообще нацистской идеологии, партии, ее идеологии, его носителей. Провести десоветизацию, да? Именно провести элементарно десоветизацию, как это сделали вчерашние члены социалистического лагеря Восточной Европы. Да? Это Чехословакия, это Болгария, да? Польша, Венгрия и другие страны. Мы этого не сделали. Мы вот буквально в 2019 году, если у нас власть сменилась, пришел новый президент, скажем, Токаев, новый президент, несколько даже язык не поворачивается, все-таки он из того же режима. Тем не менее, он начал кое-какие-то, скажем, приятные движения, приятные, скажем так, обновления. Да? Одни из них создали Государственную комиссию по реабилитации жертв массового голода и массовых репрессий. Ну да, то, что мы я лично я не хотел и не вступил, с другой стороны, кое-кто в огороде не захотел меня видеть в составе членов Государственной комиссии, и я сам не горел желанием. Почему? Потому что я был абсолютно против, так сказать, реабилитации. Дело в том, что все жертвы того же голода, тех же массовых репрессий, они не нуждаются в юридических или там уголовных или политических реабилитациях. Все деятели Алаш, те все, которые были расстреляны, уничтожены как враги народа, они в сердцах народа всегда были светлыми, истинно народными героями. Да. Понимаете, да? И их арвах, как говорится, их дух не нуждается ни в уголовных, или там ни в политических, или исторических реабилитациях. Они в чем нуждаются? Они не нуждаются. Нуждаются их потомки в чем? Это нам надо. Да, это морально и материальная реабилитация. Абсолютно. Потому что когда их арестовывали, когда их расстреливали, у них отбирали скот, родовые земли, их квартиры, любую недвижимость. Обыкновенное, скажем, нажитое добро. Все это отбиралось в пользу государства. Почему нам уже с учетом пройденного времени вернуть их потомкам их благосостояние? Если они есть, их-то тоже они. Вот именно проблема была то, что прервалась. Допустим, прямые родственники Алихана Букихана есть. Ахмед Байтурсунова есть. Многих других. Нет, может, да. Некоторые буквально... Ну это же, я не знаю, насколько это в плане, я имею в виду, масштабах нации на сознание повлияет. Конечно, как какой-то пункт можно. По крайней мере, это историческое, это восстановление исторической справедливости и исторической памяти. И нужно было эти, скажем так, документы, засекреченные документы, во-первых, срок их секретности истек еще в прошлом веке, в конце прошлого века. Зачем, скажем так, все это превращать в бюрократизацию? Вы знаете, что вот во время работы последней двухлетней работы Государственной комиссии генералы Комитета национальной безопасности, внутренних дел, они сопротивлялись, Генпрокуратуры и так далее, чиновники. Потому что их деды, отцы и были. Как я уже говорил, да, почему Восточная Германия, она быстро избавилась от всех, скажем, издержек этой советской режима, советско-коммунистического правления, да? Дело в том, что всех деятелей, действующих деятелей, там, руководителей, их членов, также это, скажем, представители спецслужб, которые являлись карательными силой этой коммунистической режима, да? Их всех элементарно отстранили от всех ветвей власти по вертикали, выпроводили на пенсию, никого из них не преследовали, не сажали в тюрьму, им назначили пенсии и просто отстранили от управления государством. Вот и все. Никакого, скажем, нарушения стабильности государства не было и не предвидится. То же самое могли бы сделать мы. И последнее, я вам скажу, в 2014 году Украина все секретные архивы, начиная с 1917 по 1991 год включительно, она просто передала открытый доступ в архивы, гражданские архивы. И что Украине
началась война. Началось, к сожалению. Началась извне. Ну да, но имеется в виду, они тоже же использовали это. Вот и вот эта же риторика и на нас сейчас идет. Ах, вы хотите реабилитировать там Туркестанский легион, там басмачей. Вы тоже, как и на Украине, когда они реабилитировали УПА, да, Бандеру. Ну, та же, я имею в виду, риторика от соседа наша пугает на самом деле. Пугает. Но, естественно, мы, во-первых, не одиноки в своем существовании. Мы тюркские государства. Ну, да, даже у нас есть друзья, соседи, скажем, наши доброжелатели, союзники. Тоже Турция, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и так далее. И потом есть мы, это равноценные члены мирового сообщества, члены Организации Объединенных Наций. И, наверное, то, что Россия начала войну против Украины, эта война, это однозначно ничем хорошим не закончится для России. Вряд ли у России будет уже, скажем, силы и возможность, скажем, пригрозить другим соседним государствам. Будем надеяться, да. Я в этом убежден. Поэтому, допустим, почему мы эти акции не провели, например, в первом десятилетии нашей независимости? Почему не сделали это во втором десятилетии? Почему мы тянули это 3 десятилетия реабилитации этих наших достойных сынов нашего народа? Да? Раб глубоко сидит у нас. Да. Прежде всего, и надо было начать, да, рабство можно было намного, скажем так, вытравить из наших душ, если в самом начале, первые годы независимости, мы провели, скажем, политику. Кстати, начиналось же хорошо, помните, признание голода геноцидом в 90-х годах довольно резко же это было поднималось. Дело в том, что нынешний парламент не признает, даже не замечает. Не поднимает даже. А там же прям хотели потому же, что интересно. Вся эта власть подчиняется, скажем, интересам одной личности до сих пор. Своему отцу, основателю этой партии и этого режима, который сейчас хоть и ушел в отставку, который уже лишился всех незаслуженных там званий, титулов, там, лидера нации и так далее. Тем не менее, их ученики остались, потому что они все, скажем, как говорят, да, помазаны одним миром. Потому что он их создавал такими, что они будут до конца смерти будут верны ему. Потому что он в любой момент, допустим, может обнародовать какой-то документ об их действующих чиновниках преступления, воровства, факты воровства и так далее. А он это умеет делать. А у него другого выхода нет, чтобы себя защитить. Хотя они уже сделали, скажем так, проявили свою гражданскую подвиг, да? Проголосовав против сохранения этого закона, конституционного закона о первом президенте. Это уже с их стороны, можно сказать, это просто неслыханный героизм. Или флюгерство. Ну, это само собой флюгерство. Но они это воспринимают, наверное, как подвиг. Ну, может, да. А это и флюгерство. Человеческая психика, она, такая, что себя защитить это все буквально придумает. в смысле человеческое предательство. Грязное. Да. Допустим, не Чингисхан таких предателей никогда не жалел. Он их сразу наказывал смертью. То же самое дело. Ну, смертью он не наказывал Наполеон Бонапарт, но он, по крайней мере, никогда их не вознаграждал, скажем, какими-то высокими титулами, гражданскими или там. Вот. Ну, как говорится, работы еще намного. Ну, вот, кстати, вот хороший, вот я имею в виду, даже вот в рамках нашей беседы, вашей вот деятельности, да, много вот то пишут, и как-то, ну, влияние, наверное, идет потихоньку, как-то не то, что влияние, а вот растормошение людей, да, что люди начинают задумываться. Дело в том, что сейчас просто наша беда, знаете, в чем? Сейчас уже есть молодые ученые, которые едва достигли среднего возраста, но которые уже переняли от своих учителей советских, и которые отрицают существование, скажем, Республики Алаш, что именно Республика Алаш является фундаментом современного Казахстана, что именно Республика Алаш является, скажем, основой современного Казахстана. Они до сих пор восхваляют буквально летом я прочитал, прошлым летом я когда прочитал интервью директора Центрального государственного архива Республики Казахстан Сабита Шильдабая о том, где он в своем интервью заявляет о том, что если бы не Ленин, а Ленин это гений
Если это не Ленин, то современным Казахстаном не Тут существовало. Ленин добровольно дал нам, утвердил Землю границы. и государственность. Он не Те понимал же свое самые, да. настолько, скажем так, невежество, да, что какой-то посторонний человек, он не может нам дать государство. Этот вопрос может решить только этот народ сам. Это только раб может думать, что кто-то другой доброжелатель пришел, добродетель, он нам дал государство, погладил по голове и сказал, и еще нас, скажем, ликвидировал нашу безграмотность, сделал из нас казахов. А он о том, что какие злодейства совершен тот же Ленин, все его, скажем так, указы, постановления, телеграммы, если почитаете, у вас просто волосы дыбом станут. Это был кровопийца, каких, возможно, до сих пор человеческой истории не знал. Он никого не жалел. И уже сейчас многие российские ученые приходят к однозначному выводу: Ленин никогда не любил русский народ. Но он и и для не этого русским есть вроде все был, да, основания. говорят? Потому что он Наш. свою сознательную жизнь провел, допустим, в Европе, в Швейцарии, там, в Германии, во Франции, Англии, где развивал свои утопические идеи, парадоксальные идеи, которые ничем себя не оправдали, ничем себя не проявили даже в истории Советского Союза, которые оказались просто неосуществимы на практике. Тот же, так сказать, ленинский, скажем, проект социализма. Оказался это не социализм, Да. Утопия. это была утопия. А эта утопия развивается у тех, которые любят пиво попивать и развивать всякие там свои идеи, Бредовый. бредовые идеи. И надо еще учить, от чего Ленин умер. Допустим, тот же Ленина. Сифилис, да? вроде? Да, сифилис. Сифилис дошел до мозга человека, да, и на самом деле Ленин был отстранен, уже, вернее, был не в состоянии управлять государством уже в 21 году. Уже сейчас сохранилась переписка между Сталином, Свердловым и Дзержинским, которые в своих письмах буквально откровенно говорили, что у него уже что-то не то с головой. Что его просто, скажем так, да, его закрыли в этих горках, в доме отдыха. Его не пускали, ему назначили такую охрану, которая его никуда не пускала из территории дома отдыха или там лечения. И я о советской историографии писал, что он только в конце 1923 года уже не мог, настолько устал бедный человек, что он там страшный удар получил и так далее. Все построено было на лжи, Да. терроре. И еще, вот я еще раз хочу сказать одно, что вот Советский Союз просуществовал чуть более 70 лет, и который держался только на самых низменных человеческих чувствах. Ложь, предательство, стукачество. Если помните начало года установления советской власти, да, там раскулачивание, массовая, скажем, коллективизация, там сын сдает отца советской власти, там дочь сдает мать и так далее. Это была эта система, это государство, или вернее, это не государство, это была партократическая диктатура, режим, да. Она строилась основа была на самых низменных человеческих чувствах и поступках. И эта система была, она обречена. И тем более мы знаем, что Советский Союз распался без единого выстрела и без какого-либо влияния извне. И никто не отстаивал. Да, и никто не отстаивал. И самое интересное в том, что за полгода до краха Советского Союза в Советском Союзе прошел референдум, где почти там чуть ли не 80 или 90% населения проголосовали за сохранение Советского Союза. А когда он развалился, никто не плакал. А плачут те, которые, я не знаю, которые сейчас находятся во власти и которые видят себя уже новыми собирателями русских земель и которые сравнил себя Петром Первым 21 века. Это вот, наверное, когда к власти, в большой власти нарываются каким-то образом ничтожные личности, маленькие ничтожные личности, они начинают из себя строить. Тут хороший пример был «Собачье сердце». Да, когда Шариков, да, Шариков, вот прямо идеальный этот вот прообраз. Да, прообраз вообще, вот как все это было. Как нам быть и что нам делать вот сейчас?
Хорошо, вот Я мы хотел бы прошли вообще всё это, этот поняли. разговор начать с декларации, заявления президента Токаева о том, он эти слова произнес после, скажем так, внесения поправок в Конституцию летом прошлого года, о том, что мы теперь мы имеем сильного президента, влиятельного парламента и подотчетного правительства. Я абсолютно убежден в том, что это заявление, это пустая декларация, не подкрепленная ни одним словом, ни одной статьей в Конституции. Дело в том, что, хорошо, сильный президент, он был, у нас суперпрезидент, как он сам выражался, суперпрезидентским государством был, остался. Президент только уступил лишь некоторые незначительные, скажем так, свои полномочия парламенту и правительству. От этого ничего не изменилось. Если вы помните, в 2016 году тоже мы вносили в Конституцию такие же поправки, по которым там полномочия парламента вроде расширились, правительство тоже расширились, но ничего не изменилось. А что в их полномочия изменилось, расширилось? Я так и не понял. Абсолютно. И то же самое произошло в 2022 году. Сильный президент, каким был, таким и остался. А влиятельный парламент на каком основании? Может, сейчас после выборов будет влиятельный? Это совершенно другое. Если бы, парламент стал бы влиятельным в буквальном смысле, если после этих парламентских выборов правительство формировалось бы партией или коалицией 2 или 3 партий, и чтобы это правительство, сформированное парламентом, оно, во-первых, скажем, получил бы одобрение на свою программу действий, в буквальном смысле, что за какой-то период они должны построить столько-то там заводов, фабрик, там, производства, да, и что столько-то рабочих мест будет открыто, и что ВВП государства вырастет на столько-то процентов и так далее. И после этого одобрения это правительство отчитывалось бы за каждый потраченный тенге перед парламентом. Это единственный, самый эффективный метод борьбы с коррупцией. Причем подотчетным перед парламентом должен быть не только правительство, но и если их не уничтожат, если их не ликвидируют, скажем, да, это вот Фонд национального благосостояния, Самұрық-Қазына, Байтерек и остальные. Давайте учтем тот факт, что из всех средств, поступивших в нашу казну, 70% тратит Самұрық-Қазына без какого-либо отчета перед кем-либо. Не перед правительством, не перед парламентом. Абсолютно. 70%. Правительство тратит оставшиеся 30%. Понимаете, да? Вот Самұрық-Қазына и Байтерек в данном случае является буквально гнездом коррупции. Почему за 3 года нахождения во власти Токаев не определился, не решил этот вопрос? Хотя об этом уже говорилось не первый год. Насколько я знаю, из парламента уже, скажем так, озвучивалось неоднократно подобные, скажем, депутатские запросы. Никаких решений до сих пор не принято. Второе. Мы говорим, народ абсолютно потерял веру в судебную власть. Как можно, скажем так, вернуть доверие народа судебной системе? Дело в том, что любое, скажем, крепкое, сильное государство – это не президентская власть как таковая. Да? Об этом, кстати, еще в 1999 году говорил известный тогда юрист Салых Зиманов на конференции, проходившей в стенах парламента, еще в старом здании. Лично я слушал этот доклад. И за это, кстати, он потом как бы попал в опалу. Теперь, сильное государство там, где 3 ветви власти, это исполнительная, законодательная и судебная власть. Когда есть система, скажем, сдержек и противовесов этих властей. Когда 3 ветви власти независимо друг от друга, в то же время они уравновешивают друг друга. А у нас этой системы нет. Со дня, как мы 30 августа 1995 года приняли действующую Конституцию. А есть возможность без особых там референдумов, скажем, да, внести в парламент вот такое, чтобы, начиная с председателя Верховного суда и всех членов Верховного суда, а также председателя областных судов избирать, не назначать президентом или там высшим судебным советом, а именно парламентом, многопартийным парламентом.
В таком случае председатель Верховного суда, члены Верховного суда и председатель областного суда, они будут независимы перед исполнительной властью. Таким образом, мы восстанавливаем эту систему сдержек и противовесов. А членов областного и городского и районных судов пусть избирает местный маслихат. А это уже как бы предоставляет действительно более-менее независимость местной исполнительной власти, местного самоуправления. А местное самоуправление у нас существует только в Конституции, а на деле нет. И у нас в Конституции не предусмотрена реализация этой статьи. Самостоятельность местного самоуправления. Так вот, если мы предоставим местному самоуправлению именно право выбора своих судей, городского, областного, городского, районного судов. Если маслихат их избирает, тоже многопартийный маслихат их избирает, то эти судьи будут независимы перед исполнительной властью. Другой, мы хотим, допустим, сейчас народ окончательно потерял доверие вообще выборам как таковым. Мы уже сейчас стоим, скажем, на пороге новых очередных досрочных выборов, но народ в основном не верит этим выборам. Вернее, выборы, они у нас проходят как дешевый спектакль. Дешево, быстро срежиссированный сценарий. Как можно восстановить? Давайте тогда, опять же, председателя и членов Центральной избирательной комиссии пусть избирает парламент. Но не нынешний. Да, но не нынешний, да. Потому что у нас везде председатели там, Центрального и региональных избирательных комиссий является представитель партии Аманат. Как я уже говорил, партия Аманат – это не партия в классическом смысле, это полностью, очевидно, государственный аппарат. Это государство управляется именно партией Аманат на всех уровнях, по всей вертикали власти. Вот такие идеи. И поэтому, что касается предстоящих выборов, я еще недели 2 назад я писал, уже как бы заявляя о своем намерении баллотироваться в депутаты Мажилиса по одномандатному округу, как независимый кандидат. И тогда сказал, что я не исключаю, даже не сомневаюсь в том, что будет включен административный ресурс. Местные акиматы будут абсолютно вмешиваться в ход выборов. Почему? Потому что в прошлом году, если мы знаем, что все акимы, особенно областные городские акимы, они были отстранены от руководства филиалов этой партии, местного управления. Но это не означает, что они перестали быть членами партии. В том числе, кстати, и президент Касым-Жомарт Токаев, он всего лишь не ушел из рядов партии Аманат, а приостановил свое членство и отказался от лидерства на время президентского срока. Поэтому эти выборы ничем лучшим, возможно, не отличатся от предыдущих выборов, даже от тех же президентских выборов последних, да? Но этот выборы будут несколько отличаться от всех предыдущих выборов, только начиная с 2004 года, потому что в этих выборах будут участвовать в качестве кандидатов независимые кандидаты. А насколько они успешно пройдут, это зависит даже, в принципе, если народ потребует, народ может добиться этого. И мне кажется, за 31 год независимости мы так и не привили своему народу чувство хозяина этого государства. Ни один человек еще до сих пор себя не чувствует, что это он является хозяином этого государства. Он является, скажем так, носителем этой государственности. Что все государственные органы как раз являются не их руководителями, а их служащими. Мы до сих пор не пришли к этому. Начиная с президента до кончая богом забытого аула аким, он служит интересам этого народа, его избираемого. Эти чувства мы до сих пор не привили себя. Прежде всего, я полагаю, что это государство будет нормально существовать, нормально развиваться, когда народ будет добиваться того, что он желает. Он хочет, если жить в цветущем государстве, он хребет коррупции сломает очень быстро, как это сделали в Грузии, буквально в течение 2-3 лет. Для этого нужна политическая воля. Я этой воле
у нашего действующего президента пока что я не наблюдаю. Поэтому я иду на выборы, чтобы стать независимым депутатом парламента, при этом не имея ничего против лично президента Токаева, но при этом каждый раз ему напоминаю о его обещаниях, о том, что даже те поправки Конституции это только начало конституционных реформ и вообще обновления Казахстана. И чтобы он все эти обещания, скажем, претворил в жизнь. Я всем своим действием, всеми своими силами буду содействовать этому. Но не служить, скажем, какой-либо партии, интересам или какого-то клана, или группы, или партии. Я хочу служить интересам моего народа, моей страны. И все. Ну, удачи вам. Как раз будет интересно посмотреть. Вы как сказать, что особо нечем эти выборы могут не отличаться. Но, по крайней мере, они уже интересны тем, то, что вы участвуете, баллотируетесь, многие другие достойные тоже кандидаты. И как раз и посмотрим, и мы, если... И мы, по крайней мере, уже не скрываем своих намерений. Да, то есть... Своих целей, да, с чем мы идем в парламент. Да, и это классно, поэтому за этим даже просто интересно наблюдать, поэтому вам удачи. Спасибо. Чтобы ваши, как говорится, которые вы ставите задачи перед собой, вы смогли их реализовать. И хочу еще раз вас поблагодарить, что вы нашли время в такую горячую пару, когда вы сейчас должны быть везде на расхват, вы сейчас. И то, что вы пришли сюда, поговорили. И единственное, вот то, что я хотел обсудить, это буквально, наверное, 10-15%, то, что мы успели проговорить. И поэтому пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы, на чем вы еще хотели, чтобы мы больше углубленно остановились. И я думаю, если Ага не против, вы еще придете к нам в студию. С удовольствием. Мы с вами еще раз поболтаем. Поэтому читайте Султахан Кул, смотрите наш подкаст, подписывайтесь, развивайтесь и давайте, как говорится, быть осознанней, ответственней и, как говорится, бороться за общее дело. Рахмет ага вам.